Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники конференции. Перед вами выступает Наговицын Павел, Птицын Александр, Киприянов Аял, ученики школы номер 33 города Якутска. Тема нашего исследования – влияние древнего монгольского лука на развитие лука в древних Саха, русских, китайцев и корейцев. Наша цель – изучить развитие сложносоставного лука на примере луков древних монголов, Саха, русских, китайцев и корейцев в XIV-XVII веках. Задача – изучить литературу по данному вопросу, познакомиться с основными этапами развития лука, определить особенности различия луков, изучить и сравнить технологии создания лука и стрел в древности. Гипотезу, предмет исследования, объект исследования и практическую значимость вы увидите на экране. По своей конструкции монгольский лук является сложносоставным рефлектирующим. Лук снабжен 4 роговыми накладками, 2 с внешней и внутренней стороны. Характерной особенностью лука является правая вертикальная профилировка для предотвращения ударов тетивы по левой руке во время стрельбы. Также характерной особенностью является отсутствие бересты на внутренней поверхности лука. С внутренней стороны он покрыт черным лаком, в отличие от луков тюркского типа, которые полностью оклеены берестой. Самым тщательным образом отбирались сухожилия и береста, лаки и сырье для приготовления клея. Якутский лук имел два вида – центральноазиатский и северный. Центральноазиатский достигал до 2 метров в длину, а северный состоял из 9 частей и отсутствовали костяные накладки. В отличие от монгольского лука, якутский лук распространился в 12-14 веках, по применению были примерно одинаковы, по составу они схожи. Дальность выстрела якутского лука достигала до 200 метров, при том, что у монголов достигала до 300 метров. Но сил натяжения у якутов было больше. У якутов лук состоял из 9 частей и ступенчатый вырез для тетивы, а у монголов состоит из 3 частей и имеется сквозная прорезь для тетивы. В отличие от монгольского, русский лук приблизительно возник с 9 по 12 века. Применение примерно с монгольским у них было одинаково. Состав русского лука: с внутренней стороны лука находилась хорошо отшлифованная можжевеловая планка. Там, где она прилегала к внешней планке, березовая или ильмовая, делались 3 узких продольных желобка для заполнения рыбьим клеем. Физические показатели тоже были примерно одинаковыми. Различие между монгольским луком – то, что у русского отсутствовали костяные накладки. На территорию Китая сложносоставной лук проник с севера из сибирско-монгольских степей и позже начал развиваться уже на китайской основе. Применение было примерно одинаково. Состав: китайский лук был сделан из деревянного или иногда бамбукового сердечника с бычьим рогом на брюхе и сухожилиями на лицевой стороне, покрыты слоем лака. Физические показатели тоже были примерно одинаковые. Корейский лук возник во времена Королевства Сила. По применению они схожи, и маленький лук использовали при стрельбе верхом. По составу дерева из магун, различные виды бамбука, рога буйвола и мышечная ткань коровы. В длину короткий лук был 120-130 см, а длинный 220-230 см. При натяжении от 15 до 27 кг. Различие от монголов: вместо костяных и роговых накладок использовали китовый ус. Исходя из поставленных целей и задач, выявлены в основном следующие различия. Якутский лук относился к северному типу составного лука, характерной отличием которого является отсутствие костяных накладок. У корейцев использование китового уса вместо роговых или костяных накладок. У китайцев использование бамбука вместо пород дерева. В русском луке отсутствовали костяные накладки, а также использовалась можжевельная планка. Производство луков сопровождалось совершенствованием конструкции и появлением новых решений, так как каждый народ так или иначе сталкивался в силу исторических событий с монгольским войском и его самым эффективным оружием – луком. Спасибо за внимание.